Приветствую всех на телеканале Якутия-24. В эфире программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в замечательной студии «Лофт». И не просто так. На фоне кухни мы стоим. Речь сегодня пойдет как раз немножко связано с бытовой техникой. Вот каким образом связано, узнаем из нашего разговора с гостьей. Это Марьяна Бурнашова. Марьяна у нас по профессии химик, да, и которая сама буквально недавно разработала собственную линейку экологичной бытовой химии, да, безопасной химии для здоровья, для окружающей среды, для бытовых каких-то, да, вещей. Уходу за домом. По уходу за домом. Марьяна, рада приветствовать вас, очень приятно с вами познакомиться. Расскажите, как вот пришла к вам такая идея разработать? Запустить производство, да, как-то само собой вышло, конечно. Как мама и как жена, да, и как чтобы заботиться о семье, хозяйка, заботиться о семье, о здоровье своих близких, я стала изучать, чисто на автомате, можно сказать, выбирать именно экологичные продукты, бытовую химию. Так как химик, я разбиралась в этом, и как-то все это само собой так шло, и изучала статьи, смотрела, конечно, там очень много пугающих статей, на самом-то деле, если изучить, понять смысл, основную составляющую, то это не так уж страшно на самом-то деле. Ну и вам было не сложно, поскольку ваша профессия, она связана с этим, да? Понять. И позволяет. Так я наткнулась на курс по обучению производству экологичной бытовой химии, и мои интересы соприкасались с этим, я решила обучиться. Курс длился 3 месяца, было легко, так как разбиралась, как все это делается, да, производится, составах, компонентах, физико-химических свойствах, и соблюдение техники безопасности тоже знала, и поэтому очень было легко. Потом, получается, я обучалась 3 месяца с января по март, и в апреле остался сырье, компоненты, которые лежали, да, и я решила для подружек сделать. В сторис показала, как это все делаю, рассказала, для чего это, и мои знакомые, подружки, коллеги сразу начали спрашивать, да, и потихонечку так продавала. По 3-5 средств где-то делала. Чисто для себя. Для своего окружения. Да. Для себя, для своих друзей. Делала, потом как-то решила, что все-таки я продаю, надо зарегистрировать ИП. Пора серьезно отнестись к этому, да? Как-то я всегда отношусь ко всему последовательно, как должно быть, да, и решила, что нужно зарегистрировать ИП. Летом зарегистрировала и доставляла девчонкам своим знакомым. Летом потом думаю, сырье заканчивается, бутыли заканчиваются, средств нет. Узнала, что в фонде предпринимательства там можно получить займ. Я думала сперва, начинающим предпринимателям есть субсидии и все такое, но для начинающих особо таких поддержек нет, оказывается. И написала бизнес-план. Это писали, конечно, долго, мне помогали. Все рассчитали, показали, где-то 1,5 месяца, наверное, ушло. Да, бизнес-план это очень серьезный, очень сложный. Да. И сдали в фонд предпринимательства нашей республики, они рассматривали долго, и в сентябре одобрили. И я была так рада получить этот займ, да, и с воодушевлением начала заниматься. А потом получилось так, что
все закончилось, сырье только едет, и ступор такой. Ну, вот это, бывают такие моменты, оказывается, ну, спрашивают, а я не могу ничего предложить. Потом, конечно, пришло, вот все, кто заказал, все получили, а потом получилось, что сырье есть, а уже все мои друзья уже раскупили. Ну, у них уже есть, а я не могу уже куда-то продавать. Куда-то деть, да? Ага. Ну, по ходу дела такие вопросы появлялись. И я решила поучаствовать в ярмарке. Искала специально организаторов, искала, наткнулась на Галину Дмитриеву, которая организует open market. Оказывается, там места занимают быстро. Я ждала почти месяц, чтобы там забронировать место. И только в ноябре смогла попасть. Под конец, конечно, волновалась ужасно, потому что это уже другое окружение, да, я не знала, как воспримут люди, и прям даже не спала, делала, мне очень помогал мой муж, и потом... Ну, и насколько вот вызвало интерес у населения продукт? День Икс настал, я приехала туда с утра пораньше, в 9, накрыла, стою, никого нет. Прям сердце бьется так, кровь бежит, да. И потом как-то с 11 уже начали приходить, и я так удивилась тому, что так хорошо приняли. Оказывается, наши люди так открыты новому, интересуются, да, экологичной бытовой химией, да, уже думают о своем здоровье, о своем окружении, да, о экологии, природе, да, с удовольствием слушали, такие слова, пожелания сказали. Прям вообще каждый, ой, принимают так с радостью. Я с удовольствием рассказывала весь день. Прям под конец вечера так устала, что, ну, эта усталость была такая приятная. Приятная, и, главное, полезная, да? Да, и очень благодарна жителям нашей республики, Якутска, да, что приняли вот мой продукт с таким воодушевлением, с радостью, да, с пожеланиями. И я тогда решила, что надо заниматься уже основательно. Да, это придало, наверное, сил, новых каких-то, как-то стремления, стимула. Стимула, да. Оказывается, это больше стимулирует, чем материальное. Да, вот, я согласна с вами. Смысл и цель, вот именно забота о здоровье, о природе, вот когда еще принимают люди это с легкостью, с открытостью, отклик есть. Это вообще такой взрыв энергии. Очень дорогого стоит, и, наверное, это самое дорогое, да? Марьяна, и я знаю, что вы нам сегодня что-то продемонстрируете, что-то покажете, да? Это может любой человек сделать что-то. Ну да, если желание есть, если пройти курс, то, конечно, можно. Все, что главное было желание такое, что вот не бросать, да, огонек, интерес. Конечно, будет трудно тем, кто не знает, какие компоненты нужны, например. Да? Каждый компонент должен иметь паспорт безопасности, который соответствует определенным критериям. Да? Он должен быть чистый, безопасный. Каждый компонент эко-бытовой химии должен иметь одобрение Международного сертификационного центра «Космос». Это технический регламент Евросоюза, да, который именно включил определенные компоненты сырье в этот список. Вот, все компоненты мои имеют паспорт, вот, именно входит в этот одобренный сертификационный список. Ну, вот здесь вот даже на продукции, да, можно заметить состав. Да. Главное, вот то, что я делаю, она отличается тем, что я всегда пишу, из чего состоит именно сырье, не общими словами, как в других производителях, например, там пишут АПАФ, там энтензиды, да, общими словами, там отдушки, а у меня вот, например, вот этого нету, все написано и нету отдушек. То есть конкретика. Конкретика, да, чисто открыто все пишется. Так, ну здесь мы увидим несколько, да,
скажем так, по предназначению каждое, да, это средство от налета и ржавчины, да, средство для мытья пола и стен, отбеливатель даже есть, да, абсолютно безаллергичное все, да? Без запахов, без Для одушек. чистки плит и духовок, то есть, в общем, все, что нужно Для- хозяйкам, да? Да. Хозяйкам, мамам, всем тем, кто заботится о семье, о доме, о чистоте воздуха, о чистоте вообще в жизни, да? Здоровый образ жизни Да. придерживаются. И, Марианна, вы сегодня нам покажете что? Хочу показать одно средство, да, это универсальное. Так. Для этого нам необходимо кокосульфат натрия. Это ПАВ, сделанный из растительного кокосового масла, да, кокогликозид тоже из кокосового масла, тоже ПАВ, и кокомидопропилбетаин, который тоже имеет свойства, ну, как ПАВ, свойства как ПАВ, но она неиногенная получается. А откуда-то обывателю простому возможно достать такие Ну да, вещи? можно купить, но если покупаете там в малых количествах, то цена очень дорогая получается. Получается у меня килограмм кокосульфата натрия, это где-то 1500 стоит. Сырье очень дорогое, потому что все импортное. В России никто этим не занимается, получается. Ну, кокос-то растет в других жарких странах, можно сказать. Получается, поставщики это Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд. И, может быть, другие, но большинство оттуда завозят. Так, нам нужна горячая вода, да? Да, чтобы растворить кокосульфат. Чистая? Да, чистая. Это специально фильтрованная вода, не из крана, Так. пропущенная через мембранный фильтр. Вот так. 150. Так, небольшая пиала, да? Да. Так, Горячая сколько? вода. Тут 150 миллилитров, да? Обнуляем и сюда 5 грамм. Это я специально принесла. У меня есть дома особо точный. Конечно, техника безопасности тут нужно соблюдать, потому что она пылится, это концентраты получается, да? Нужно одеть масочку, очки, ну это Перчатки, да? перчатки. Ну и одеваю халат. Любой химик. Нужно растворить. Она долго будет растворяться. Подождем, да, пока растворится. А вообще, где происходит вот ваши, скажем так, вот создание, да, всех этих растворов, смесей? Пока я делаю дома, ищу производственный цех. Ну, маленький цех найти очень трудно, оказывается, хорошим ремонтом. Поэтому пока дома делаю, но да, буду уже производить, искать, как найду. И как раз сейчас уже делаю документацию, чтобы выйти в магазины. Делается это в Москве, в сертификационном центре, да. 3 месяца оформляется документ, туда отправляю образцы своих средств, они все анализируют и дают специальный документ о том, что это безопасно, и можно уже реализовать через магазины. А вот интересно, как долго думали над названием? Почему такое название? Эйге. Эйге. Да? Ну, оно как-то само вышло так, да. Когда я вот читала, как это все надо сформировать, вот именно название продукта, бренд, да,
оно должно быть емким, маленьким, коротким и со смысловым. И как-то вот получается, мои средства, они взаимосвязаны с здоровьем, с окружающей средой, да, именно со смыслом того, что вот именно человек, думающий о своей окружении, будет приобретать. И я подумала, что почему бы не Подходящее эйге. по смыслу, Да, да? да, очень, очень подходящее слово такое, эйге, да. Имеет очень такой хороший смысл, и решила, что да, хотела написать сперва на русском, да, эге написать, а потом подумала, что все средства же на английском, и подумала, ну ладно, пусть будет так, да, не хотела особо отличаться, и вот так вот. Это название придумалось. А лепестки — это рисунок, это природа наша, получается, да. Синий — это воздух, зеленое — это растение, оранжевая земля и солнце. Даже по цветам со все, смыслом. да, со смыслом. Даже вот эта эмблема со смыслом. И как-то само собой так выходит, идет, и я, да, ну, как-то органично. Не так, чтобы прям ступор был. Ну, конечно, бывают сложные моменты, очень много сопутствующих таких разноплановых вопросов, когда ты работаешь один, да, и это все время движение, мысли, планы, задачи. Ну, как-то вот так идет, и нравится, как все это идет. Если вот анализировать, да, наверное, так и должно было выйти. Да, думаю, тоже. Марианна, хотелось бы подробнее услышать о вашей профессии, да? Вы уже, если я не ошибаюсь, 14 лет. Да, работаю химиком, работаете химиком. окончила биологический факультет, химическое отделение, кафедра аналитической химии, это в 2008 году. Потом руководитель по дипломной работе я пригласила в Институт миросозерцания работать вместе с ней. Это доктор химических наук Валентина Ивановна Федосеева. Мы с ней очень хорошо поработали 3 года. Потом там пригласили, ну, когда организовалась лаборатория радиоуглеродного анализа, покойный Галанин Алексей Александрович пригласил поработать с ними. И да, очень продуктивные времена были, столько интересного. Вот эта лаборатория открывалась впервые. Мы ездили учиться специально по обработке именно образцов. Хорошие времена были, а потом решила, что надо что-то поменять. И вот 11 лет поработала, решила уйти, и получается, поступила, нашла работу в лаборатории якутской гидрометеорологии, лаборатория загрязняющих веществ, окружающей среды. Так. И там как бы уже глубоко я поняла, какие вещества именно вот носят вред, урон, да, нашей природе. И год поработала с ними, очень много узнала, динамично так, очень много там проб, анализов. Именно по воде мы работали, поверхностные воды. А потом решила все-таки прийти опять в науку и устроилась в Институт биологии, 2 года уже там работаю. Ну, тоже биология, природой связанная, экологией, да. Как-то вот все время, оказывается, я нахожусь там, и, наверное, это тоже сподвинуло произвести вот этот продукт экологичный. Такой шаг. Да, экологичный. Но тем временем у нас растворился. растворилось. Сейчас. Что это было, напомним? Это кокосульфат натрия. Сульфат натрия. Так. Далее у нас это, ну, обычно комнатной температуры возьмем воду 300, ну пока вот так, 200 миллилитров. 15 грамм неиногенного пава. Ой, перевернем чуть-чуть. И 25 кокогликозида.
самый безопасный Кокос, да? кокосовые павы. Ой. Ну 20 грамм. Идет. И перемешиваю. Так, интересно, что там выйдет прям. Она очень хорошо пенится и очень удобно в использовании, да? Потом соединяем их. Она где тут у нас? Универсальный спрей. И очень легко вот пользоваться. Как раз мы его готовим сейчас, да? Да. Ага, универсальный спрей для уборки всех поверхностей. Он очень, мне очень нравится. Берешь там, приготовил еду, разбрызгал плитку, да, брызгаешь ими, вытираешь. Особенно хорошо убираться, когда в холодильнике надо мыть. Там же надо тазик воды, там, да? Да. А ты берешь вот этот продукт, распрыскиваешь и вытираешь мокрой тряпкой. Все. Сразу же? Да. Да? Ух ты, что за чудо. Вот так вот, микроволновку там, если микроволновки тоже? Да, микроволновку можно. Даже можно мыть ванну, туалет, да. Она очень хорошо пенится и легко смывается. По незнанию, одна знакомая взяла и побрызгала слишком много и отмыла всю ванну. Она такая: благодаря твоему средству я отмыла всю ванну, говорит. Ну это же хорошо, говорит. А потом соединяем. Просто, оказывается, я что-то не подумала, что... Посуда, да? Все. Вмещается. И переливаем в пульверизатор. Ну, тут нужен еще консервант экологичный. Их очень мало консервантов, но если вот выходить, да, чтобы она долго сохранялась, не образовалась там плесень, нужно вот обязательно консервировать. И у меня вот как раз именно отвечающий по всем критериям экологичности консервант есть, и вот его использую. Если нужно сохранить долго, да. А так, если вот сразу использовать, то можно это и без консерванта использовать. Вот так вот делается. Ну, это самый простой способ. Ну, не простой, а самая простая рецептура, можно сказать, да. А в остальных надо там водяную баню готовить, да. Сам Чуть процесс сложнее, сложнее процесс. Гель для посуды, например, он имеет такую гелеобразную структуру, поэтому работать с ним очень сложно. Она быстро густеет. Если что-то неправильно сделать, там комочки появляются технологически. Ну, сложновато некоторые моменты. Ну, возможно, все. Главное придерживаться технологии. Ну вот готово, и можно мыть, убирать. Все фасады обычно я мою универсальным средством. Фасады для кухни легко убираются, шкафы, внутренности. Да если там что-то пролилось, побрызгала, вытерла, все легко. Благодаря тому, что состав безопасный, не нужно там переживать о том, что что-то там осталось. Обычно, когда вот еще вот средство для духовки, оно самый хит у меня, да, побрызгаешь там запекший жир, например, в духовке, да, вот нагар, сложности. Да, вот трудновыводимые вот да, эти, все отходит, да? Отходит легко, а главное там использовать перчатки, запаха нет, не нужно проветривать там, специально включать накаливание. Я, например, всегда включала накаливание, чтобы там 10-15 минут все это жгло, запахи вот эти ушли. Я думаю, многие сталкиваются с этой проблемой ежедневной, можно сказать, да? И поэтому мои средства без запаха, без красителей, да, могут использовать аллергики, астматики, средства для мытья посуды могут использовать те люди, у кого дерматит кожный, да, она безопасная, как щадящая, не агрессивная, поэтому безопасно. Ну, как бы невозможно навредить своей коже, да? Вообще, если обычную бытовую химию, не экологичную, почему она вредная? Потому что те павы, которые синтетические, они не смываются с одежды, остаются, при этом нарушают липидный барьер,
кожи, да, получается уже защита наша уходит, да, и проникают в кровеносную систему. Это прямое попадание получается. Оказывается, такое бывает. Я тоже тут прям во время курса узнала об этом, да. Что-то я раньше особо не задумывалась. Не задумывались. И вот попадая в кровеносную систему, накапливается в печени, в мозгах, мозгу, и накопительный эффект имеет. Это сразу не чувствуется. Вот Через как. возраст, там, где-то уже в 50, там, 60 у людей начинается аллергия на всякие вот бытовую химию, на запахи. Аллергические реакции, да, вот как раз сейчас учащаются, ведь, да. Это все как раз-таки многое связано с загрязнением окружающей среды, да. Даже в самом молодом возрасте проявляется. Да, проявляется, астма. да. Астма это самое, ну, как бы тоже получается через запахи, да, пылится все равно отдушки, фталаты. Есть такой компонент фталаты, который задерживает вот именно запахи, попадая, пылится, попадая через дыхательные пути, там, в легкие, да, альвеолы, тоже попадает, оказывается, в кровеносную систему сразу же. Марьяна, завершая наш разговор, очень интересно было бы узнать, какие у вас дальнейшие планы. Я знаю, что вы только начали, да, вот только набираете обороты, да, только население узнает, да, о подобной продукции. Что, может быть, впереди уже, о чем-то мечтаете, что-то еще придумать? Ну, первый план, конечно, точку хотелось бы открыть. Точку с розливом. Это моя мечта. Ну, не знаю, там будет видно. Я особо... Ну, мне нравится, это главное, я считаю. Не строю таких заоблачных грандиозных каких-то, да, планов. Но у меня есть вот такое... Вчера сижу такая, думаю, и наша республика... Такая мысль пришла, наша республика могла бы стать амбассадором даже, да, экологичной бытовой химии. Вот почему нет? Почему нет, да? Наша река, да, Лена, Амга, Ленские столбы, наша природа, все на это указывает. Почему бы и нет? Главное начать вести вот этот, чтобы наше население знало, да, что такое экологичная жизнь, что такое экологичные продукты, как можно прийти к экологичному образу жизни, да? Но главное просвещать, думаю, и почему бы и нет, подумала. Вчера такие мысли пришли, сижу, думаю, и да, наша республика может спокойно стать. Я с вами полностью согласна. И многие, я думаю, об этом мечтают, думают, и если уже есть такие мысли, то это уже хорошо. Очень бы хотелось, чтобы население Якутии осознанно уже относилось к этому, да. Ну а от нашей части, со стороны СМИ, дело просвещать население, как можно больше показывать и рассказывать. Экологию, да. Да, главное вот просвещать, чтобы с школьных годов, там в школах больше обучали об этом, да, окружающий, есть же предмет окружающий мир. Уже с младших классов. Да, и, наверное, больше там просвещать, тогда, я думаю, это возможно с будущим поколением. Тем более все, что мы сохраняем, это делаем для нашего будущего поколения, да, чтобы они росли в здоровом мире, здоровом теле, да, в здоровом окружении, атмосфере, окружении. И думаю, это имеет такой смысл, что нужно заниматься этим. Я думаю, Марьяна, что вы уже сделали такой некий шаг к этому, да. Спасибо вам огромное за то, что согласились принять участие в нашей программе. Спасибо за возможность узнать новое от вас. Вы очень открытый, добрый такой человек, который действительно очень любит свое дело. Я желаю вам огромных успехов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Давайте осознанно относиться к окружающему, к экологии и, соответственно, вести здоровый образ жизни, чтобы вокруг все было экологично, чисто. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале Якутия 24.